Суверенная Кыргызская республика. Рассмотрим три вопроса. Первый. Распад СССР, рождение суверенной Кыргызской республики. Второй. Преобразование в общественно-политической жизни. Третий. Социально-экономическая и духовная жизнь. Первый вопрос. Распад СССР, рождение суверенной республики. Избрание президента, декларация о государственном суверенитете. В марте 1990 года Третий съезд народных депутатов СССР ввел институт президентства. Президентская власть была призвана определять и контролировать действия правительства и всех ветвей власти. В полномочия президента также вошла прерогатива осуществлять надзор за исполнением законов, деятельностью законодательных и судебных органов, управлением народным хозяйством, бюджетно-финансовой системой, ценообразованием, вопросами оплаты труда и другие. С введением президентской власти в СССР этот институт был принят в Казахстане, Узбекистане и ряде других союзных республиках. 27 октября 1990 года на сессии Верховного Совета Кыргызской ССР первым президентом Кыргызстана на альтернативной основе был избран Аскар Акаев. 15 декабря 1990 года Верховным Советом Кыргызской ССР была принята декларация о государственном суверенитете Кыргызской республики. В декларации отмечалось, что народ Кыргызстана составляет граждане республики, представители всех проживающих в ней национальностей, и что государство гарантирует всемирную заботу о сохранении и развитии их культур, языков, обычаев и традиций. Декларация провозглашала также многообразие видов собственности и их равноправие перед законом. 22 января 1991 года на третьей сессии Верховного Совета президент обнародовал программу дальнейшего развития государственной власти. В соответствии с ней был принят закон о Кабинете министров Республики Кыргызстан. Первым премьер-министром республики сессия утвердила Исанова. Были утверждены 5 государственных секретарей и министры и председатели комитетов. В результате реформирования политической системы СССР в общественно-политической жизни стали развиваться принципы демократии. В стране появились различные демократические организации. Вместе с тем, межнациональные отношения продолжали осложняться, приобретали критическую остроту. В республиках широкий размах приобрела борьба за суверенитет. Некоторые республики открыто давали понять о своем намерении выйти из Союза. Между союзными и республиканскими законами возникли противоречия, усилились экономические трудности. По решению 4-го съезда народных депутатов СССР и согласно постановлению Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года вопрос о сохранении СССР в качестве обновленной Федерации равноправных суверенных республик был выдвинут на всенародное голосование, референдум. Он прошел 17 марта 1991 года в условиях противоборства сил, выступающих за сохранение Союза и стремящихся к его разрушению. По результатам референдума 21 марта 1991 года Верховный Совет СССР принял специальное постановление. В нем отмечалось, что в референдуме приняли участие 147 миллионов человек, из них 112 миллионов или 76% проголосовало за сохранение Союза. Общие итоги референдума обусловили необходимость выработки нового союзного договора. В марте 1991 года проект договора был разработан. В соответствии с ним центральная власть предоставляла союзным республикам возможность самостоятельно решать многие важные вопросы. В 1991 году Верховный Совет Киргизской ССР принял ряд важных для республики документов. 5 февраля на сессии Верховного Совета было принято решение о восстановлении исторического названия столицы республики. Городу Фрунзе было возвращено историческое наименование Бишкек. Еще в конце 1990 года во главе с президентом Акаевым была образована Конституционная комиссия для разработки проекта новой Конституции. В целях обеспечения равноправного развития всех форм собственности как средство формирования многоукладной экономики Верховный Совет Кыргызской ССР 19 апреля 1991 года принял закон о земельной реформе. В этом же году, 26 июня, им был одобрен проект договора о Союзе суверенных государств. Консервативные силы страны расценили союзный договор как предательство и развернули деятельность по восстановлению прежнего строя. Образованный 19-21 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР ГКЧП предпринял попытку государственного переворота. Это событие окончательно подорвало авторитет снедаемой противоречиями ненадежной государственной власти в СССР. Союзные республики оценили действия ГКЧП как попытку военного переворота и открыто выразили свои намерения о выходе из состава СССР. Провозглашение независимости Кыргызстана, образование СНГ. 31 августа 1991 года сессия Верховного Совета Кыргызской ССР приняла декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан, которая торжественно провозгласила, что Кыргызская республика является независимым суверенным демократическим государством. Итак, на карте мира появилось новое независимое суверенное государство – Кыргызская республика.
В обстановке гражданского и патриотического подъема 12 октября 1991 года всенародным голосованием Акаев был избран президентом Кыргызской республики. 8 декабря 1991 года Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина подписали в Беловежской пуще близ города Минска соглашение о создании Содружества независимых государств СНГ. Это событие положило начало процесса распада СССР, приняло необратимые формы. 21 декабря 1991 года в Алма-Аты соглашение об образовании СНГ подписали Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Это означало, что СССР окончательно прекратил свое существование. В связи с расформированием СССР Михаил Сергеевич Горбачев 25 декабря объявил о сложении себя полномочий президента. Второй вопрос – преобразование в общественно-политической жизни. Создание государства. Образование суверенной Кыргызской республики стало величайшим событием в истории кыргызского народа и явилось следствием кардинальных реформ общественно-политической системы СССР. С приобретением суверенитета Кыргызстану необходимо было в первую очередь определить принципы своего государственного устройства внутренней и внешней политики. Для этого нужно было разработать и принять Конституцию республики. В мае 1991 года Верховный Совет Республики утвердил состав комиссии по выработке проекта новой Конституции. В течение 1,5 лет разрабатывался проект, а затем представлен на всенародное обсуждение. В ходе более чем трехмесячного обсуждения проекта было высказано много замечаний и предложений. Кроме того, в Джугурку-Кенеш, высший законодательный орган, парламент республики, были представлены еще 2 альтернативных проекта Конституции. Некоторые их положения были учтены при разработке основного закона. 5 мая 1993 года 12-я сессия Джугурку-Кенеша после всестороннего обсуждения утвердила новую Конституцию Кыргызской республики. Этот день отмечается в Кыргызстане как всенародный праздник. Конституция в соответствии с волей и интересами народа Кыргызстана определила общественный строй и политические принципы Кыргызской республики, центральные органы всех ветвей государственной власти, их построение и деятельность, основные права и обязанности граждан республики. В пределах полномочий, установленных Конституцией, государственную власть Кыргызской республики представляет и осуществляет президент Кыргызской республики Джугурку-Кенеш, состоящий из 2 палат – Законодательного собрания и Собрания народных представителей, правительства Кыргызской республики и местной государственной администрации, Конституционный суд, Верховный суд, Высший арбитражный суд, суды и судьи системы правосудия. Законотворческие, исполнительные и судебные органы исполняют свои функции самостоятельно и во взаимодействии. Президент, как глава государства, обеспечивает единство всех ветвей власти и является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Ввиду произошедших в республике перемен Верховный Совет Кыргызской республики 26 февраля 1992 года принял закон о правительстве Кыргызской республики, в соответствии с которым 28 февраля на 8-й сессии Верховного Совета премьер-министром был утвержден Чангышев. Должности госсекретарей преобразованы на должность вице-премьер-министров. В 1992 году в республике подверглись реформы органы местной исполнительной власти. Указом президента в областях, районах и городах на базе аппаратов исполнительных комитетов местных советов были созданы акимиаты. Законодательная власть в Кыргызстане была делегирована Джугурку-Кенешу, который избирался сроком на 5 лет и состоял из 350 депутатов. Джугурку-Кенеш принял ряд важных документов, необходимых в первые годы утверждения суверенности республики и имеющих принципиальное политическое значение, в том числе Декларацию о государственном суверенитете Республики Кыргызстан от 15 декабря 1990 года и Декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан 31 августа 1991 года. Значительную роль сыграл Джугурку-Кенеш в разработке и утверждении новой Конституции суверенного Кыргызстана. При осуществлении социально-экономических реформ Джугурку-Кенеш поддерживал политику президента и правительства. Большую работу Джугурку-Кенеш проделал для утверждения государственного флага 3 марта 1992 года, государственного гимна 18 декабря 1992 и государственного герба 14 января 1994 года Кыргызстана. Были разработаны законы, регламентирующие стабилизацию социально-экономической жизни Кыргызстана в переходный период. Кризис государственной власти, распуск предыдущего парламента, образование двухпалатного Джугурку-Кенеша обусловили необходимость внесения Конституции изменений и дополнений. В связи с этим 10 февраля 1995 года в республике был проведен референдум, и в Конституцию Кыргызской республики внесены соответствующие поправки. Было введено президентское правление вместо парламентской формы.
Президенту предоставлялись широкие полномочия. Он определял структуру правительства, согласие собрания народных представителей назначал премьер-министра, генерального прокурора, председателя правления Национального банка Кыргызской республики, по представлению премьер-министра утверждал членов правительства. Джугурку Кинеш составлял две палаты. Законодательное собрание в составе 35 депутатов, действующее постоянно и избираемо на основе представительства интересов всего населения республики, и собрание народных представителей в составе 70 депутатов, работающее сессионно и избираемо на основе представительства территориальных интересов. В феврале 2005 года состоялись очередные выборы в однопалатный парламент Кыргызской республики, которые привели к серьезному обострению политической ситуации в стране. Обновление государственной власти. Для кыргызского народа характерны честность и справедливость. Он всегда умел с достоинством вынести тяжелые испытания, выпавшие на его долю. В первые годы независимости было немало трудностей, ощущалась нехватка продовольствия, хлеба, но люди стойко переносили их, твердо верили в правильность выбранного пути. Ради справедливости надо отметить, что прежняя власть также проделала значительную работу для создания независимого государства, усиления его международного авторитета, повышения уровня жизни населения. Однако ее неэффективность в последние годы порождала обоснованное недовольство в обществе. В угоду интересам высшего руководства страны вносились поправки в основной закон – Конституцию. Против мирных жителей Аксы, вышедших на демонстрацию с требованиями улучшения жизни, было применено оружие. В итоге 6 человек были убиты, более десятка ранены. Это произошло 17-18 марта 2002 года. Недовольство народа властью, использовавшей против своего народа оружие, росло с каждым днем. Еще больше усугубили положение грубые нарушения в ходе проведения выборов депутатов Джугурку Кинеша, повсеместное использование административного ресурса, подтасовки и искажение итогов голосования. Для некоторых высших должностных лиц личные интересы были превыше всего. Их алчность, неудержимое стремление наживы были безграничны, а в это время более 70% населения жили за чертой бедности. В марте 2005 года жители Джалалабада, Аша, Таласа и Сыкуля поднялись против власти. Акции протеста охватили Бишкек. 10 марта было создано движение «Народное единство», поставившее своей целью установление справедливости и проведение реформ во всех сферах общества. Во главе его стояли Курманбек Бакиев. 24 марта «Народное единство» организовало на улицах Бишкека мирную демонстрацию. На площади Алатой его участников встретили сторонники прежней власти. Противостояние грозило вылиться в кровопролитие. В такой исключительно сложной ситуации президент Акаев оставил свой пост и покинул Кыргызстан. Затем ушел в отставку глава правительства Танаев. Таким образом, противостояние на площади Алато привело участников мирного митинга к победе. На тот момент главным стал вопрос о новом главе и лидере государства. Было понятно, что возвращение Акаева невозможно. Народ поручил исполнять обязанности главы государства и правительства Бакиеву. Его поддержали также депутаты прежнего и нового созывов. Так произошло обновление. Приход Курманбека Бакиева к власти. 10 июля 2005 года состоялись выборы президента республики, в которых Курманбек Бакиев одержал уверенную победу над своими соперниками. Инаугурация всенародно избранного президента состоялась 14 августа, и он официально вступил в должность. Еще в ходе предвыборной кампании Бакиев как кандидат в президенты опубликовал свою платформу действий. Такие программы имели другие кандидаты. Причем народ мог без любых ограничений ознакомиться с ними. Как показали итоги выборов, основное большинство избирателей Кыргызстана одобрили программу развития Курманбека Салиевича Бакиева. 6 октября 2005 года президент подписал указ о мерах по доработке проекта закона Кыргызской республики о внесении изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской республики и обновлении в этих целях конституционного совещания, созданного для разработки указанного проекта закона. В сентябре 2007 года проект новой Конституции был вынесен на всенародное обсуждение, а 21 октября народ Кыргызстана своим волеизъявлением на референдуме одобрил главный закон страны. 22 октября 2007 года указом президента Джугурку Кинеш, избранный в 2005 году, был досрочно распущен. 16 декабря 2007 года состоялись выборы в новый 4-й созыв Джугурку Кинеша, состоящий из 90 депутатов. Выборы, согласно новой редакции Конституции, были проведены также на принципиально новой основе, по партийным спискам. Первое заседание нового Джугурку Кинеша состоялось 21 декабря. На нем депутаты приняли присягу служить интересам государства и народа. Были сформированы 3 депутатские фракции: Акджол – 76 человек, Социал-демократическая партия Кыргызстана – 11 человек, партия коммунистов Кыргызстана – 8 человек. 23 июля 2009 года в Кыргызской республике были проведены выборы президента Кыргызстана. Кандидатами на высший государственный пост выступили ряд политиков.
В ходе выборов, прошедших на демократических принципах, 76% избирателей, принявших участие в выборах президента Кыргызской республики, отдали свои голоса за Курманбека Бакиева. Таким образом, действующий президент был избран на второй срок. Посланник народу Кыргызстана Курманбек Бакиев изложил тактические и стратегические цели и задачи, которые он намеревается осуществить, будучи на посту президента. Политические партии и общественные организации. В условиях суверенитета республики, образовавшиеся в годы перестройки общественно-политические организации Кыргызстана в соответствии с Конституцией получили право свободы деятельности. Возникали новые политические партии, профессиональные союзы и общественные объединения. Согласно Конституции, в Кыргызской республике не допускается слияние государственных и партийных институтов, а также подчинение государственной деятельности партийным программам и решениям, образование и деятельность партийных организаций в государственных учреждениях и организациях. Сегодня в Кыргызской республике осуществляет самостоятельную политическую деятельность около 30 различных партий. Наибольшей известностью среди широких слоев общественности пользуются партия Акжол, партия коммунистов Кыргызстана, прогрессивно-демократическая партия Эркин-Кыргызстан, Асаба, партия национального единства Возрождения, социалистическая партия Атамикен, партия Арнамыс, Республиканская народная партия, Социал-демократическая партия Кыргызстана, Аграрная партия Кыргызской республики, партия народа, Л-партия-С, Аграрно-трудовая партия Кыргызстана, партия единства Кыргызстана, Демократическая партия женщин Кыргызстана. Новая Конституция Кыргызской республики, принятая 21 октября 2007 года по итогам всенародного обсуждения и референдума, закрепила новый принцип формирования Джугурку-Кенеша по спискам политических партий. Это создало реальные предпосылки для качественного нового уровня развития партийной системы в республике и повышения их роли в обществе. Демократические принципы стали основными приоритетами деятельности не только политических партий, но и других общественных организаций, профсоюзных, неправительственных. Новые условия позволили профсоюзам Кыргызстана расширить свою работу по защите социальных прав и свобод граждан. Ориентир на построение в Кыргызстане гражданского общества обусловил появление и деятельность сотен неправительственных организаций. Причем некоторые из них превратились в очень влиятельную общественную силу. Провозглашение в республике приоритета защиты прав человека стало толчком для создания правозащитных организаций. Деятельность некоторых организаций стала хорошим примером плодотворной деятельности во имя сохранения политической стабильности и гражданского согласия. В республике немало общественных организаций, деятельность которых направлена на решение важных проблем в экономической, социальных сферах. В их числе организации общества, представляющие интересы граждан-инвалидов, в силу этого нуждающихся в особой социальной защите и внимании. В целях оказания им государственной поддержки в 1998 году при президенте Кыргызской республики был создан Совет по делам инвалидам. В 1999 году принята национальная программа поддержки инвалидов. Это способствовало активизации деятельности Кыргызского общества слепых и глухих, роль которого в организации и обеспечении жизнедеятельности этой категории инвалидов огромна. Это общество, созданное в 1937 году, является одним из первых общественных организаций в республике. Деятельность общества охватывает все области и районы республики. Его членами являются около 10 тысяч инвалидов. Их трудовую занятость обеспечивает 11 специализированных предприятий. В республике действуют 6 детских садов, 4 специальные средние школы, которые проводят также огромную работу по адаптации своих питомцев для дальнейшей самостоятельной жизни. В результате более 100 выпускников этих школ продолжают свое образование в высших учебных заведениях. С 1991 года Кыргызское общество слепых и глухих возглавляет видный общественный деятель Мамбит Акунов. При поддержке президента Кыргызской республики в 2009 году построены многоэтажные 4 дома и около 200 семей инвалидов обеспечены жильем. Третий вопрос. Социально-экономическая и духовная жизнь суверенного Кыргызстана. Экономическая политика правительства. Несмотря на приобретение политической самостоятельности, Кыргызстан в экономическом отношении продолжал оставаться зависимым от других государств. Это было обусловлено и тем, что промышленность республики в общесоюзном комплексе народного хозяйства в основном специализировался на поставках сырья и полуфабрикатов. Готовая же продукция выпускалась в других регионах страны, и средства от ее реализации вливались в союзный бюджет. С распадом СССР отработанные экономические связи были нарушены, и республика оказалась в тяжелейшем материальном и финансовом положении. В этих условиях Верховный Совет Кыргызской Республики в июле 1992 года на 9-й сессии обсудил и принял программу экономических реформ, разработанную правительством на 1992-1995 годы. Она предусматривала продолжение начатой еще в 1990 году экономической реформы в соответствии с общим стратегическим курсом республики и определяла конкретные меры по приватизации, земельной реформе, социальной защите населения, государственным инвестициям и другое.
Чтобы завершить координированный переход к рыночным отношениям экономики в целом, программа одновременно предусматривала провести приватизацию, либерализацию цен, ограничение вмешательства государства в экономику, введение частной собственности, свободных экспортно-импортных отношений, единой стратегии кредитных, финансовых, денежных и налоговых операций. Кыргызстан отказался от командно-административной плановой экономики и окончательно выбрал путь ускоренного перехода к рыночным отношениям посредством радикальных реформ. Законодательной основой приватизации в Кыргызстане был закон об общих началах приватизации и предпринимательства Республики Кыргызстан, принятый 20 декабря 1991 года. Для проведения приватизации был образован Фонд Государственного комитета по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимателей, Госкомимущество. Однако, как определено в Конституции, земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы продолжают оставаться под особой охраной государства и не подлежали приватизации. Согласно закону, приватизация должна была осуществляться с учетом интереса народа, без ущемления чьих-либо прав в зависимости от подготовленности населения, трудовых коллективов и отдельных субъектов. Вопреки желаемому, эти принципы с самого начала были грубо нарушены. Государственные чиновники и руководители предприятий и хозяйств начали распродавать подлежащее приватизации имущество по своему усмотрению. Как грибы стали расти различные фиктивные акционерные общества, фирмы, которые в открытую обманывали народ. Отдельные группы людей, имеющих власть или доступ к крупным финансовым средствам, за короткое время успели приобрести или продать самую значимую часть государственного имущества. Первый основной этап приватизации был проведен без учета народных интересов. Комитет госимущества из-за неспособности на должном уровне организовывать соответствующую работу нанес государству и народу невосполнимый урон. Были попраны основополагающие гражданские права трудящихся. В ходе приватизации не было проявлено никакой заботы о сохранении рабочих мест или хотя бы самого производства. Тысячи людей были лишены работы и выдворены на улицу. Не были приняты во внимание требования закона о приватизации, предусматривающие предоставление льгот некоторым социальным слоям населения. Предприятия, преобразованные в акционерное общество, с каждым днем теряли рентабельность. Уровень производства упал на 40-55%. Несмотря на это, руководители новоиспеченных обществ назначали себе самые высокие оклады, присваивали большую часть акций и вообще считали предприятия своей полноправной собственностью. На первом этапе приватизации 1991-1993 года было приватизировано 32,5% объектов общественного хозяйства, 17,5% предприятий преобразовано в акционерное общество. К концу 1993 года была завершена приватизация 39% объектов промышленности, строительство 67,5%, сферы бытового обслуживания 98,5%, отрасли торговли и общественного питания 80,5%. Чтобы исключить повторы предыдущих ошибок в этом важном деле, указом президента о неотложных мерах по укреплению государственной и финансовой дисциплины утверждено положение о продаже на аукционах государственных и коммунальных предприятий. На основе этих документов в Кыргызской республике была разработана новая программа приватизации государственной собственности на 1994-1995 года. Эта программа была обсуждена и принята на январской 1994 года сессии Джогурку Кинеша. Так начался второй этап приватизации. Ее основными целями была коренная перестройка экономики, образование устойчивого слоя частных собственников и создание через это реальной основы рыночных отношений. Строго пресекались анархия и неразбериха в процессах приватизации, восстанавливались нормы справедливости и открытости. Темпы и масштабы приватизации были несколько ограничены. В соответствии с программой, госсобственность стала переходить в акционерные, частные, смешанные и другие формы владения. В результате более 50% экономического потенциала республики составили негосударственные предприятия. Согласно положениям программы, средние и крупные предприятия начали продаваться частным лицам или организациям по альтернативным вариантам приватизации. Это означало, что теперь потенциальные покупатели должны были представить планы проекты последующего развития приватизируемых предприятий. Новая программа приватизации определяла и порядок проведения купонных и денежных аукционов. Однако большинство простых людей не понимало, что купон является ценной бумагой, подкрепленной гарантией фонда госкомимущества, и что цена купонов будет расти. Поэтому население, не зная, как правильно использовать полученные купоны, продавало их за бесценок. Этим воспользовались различные инвестиционные фонды, скупавшие ценные бумаги. С середины 1994 года в Кыргызстане началась массовая приватизация.
Программа этой народной приватизации была разработана на совместной основе правительством Кыргызстана, Фондом Госкомимущества Республики при участии соответствующих специалистов США. Уже до 1994 года в республике было и приватизировано 378 предприятий. Из них 100 было продано на купонных аукционах, 40% приватизированных предприятий стали коллективной собственностью, 20% частными владениями, а акционировано из общего количества 27 предприятий. С начала приватизации 1991 года из примерно 10 тысяч предприятий республик было приватизировано более половины. Массовая приватизация продолжалась вплоть до 1996 года. В течение этого периода многие люди через купонные аукционы стали обладателями собственности. В результате негосударственный сектор стал выпускать более 50% всей промышленной продукции. Новая аграрная политика. Ввиду того, что прежняя колхозно-совхозная система полностью исчерпала свои возможности, большая часть коллективных хозяйств еще в 80-е годы существовала в условиях самовыживания. Их долг государства увеличивался с каждым годом. Чтобы повернуть развитие сельского хозяйства в русло рыночной экономики, в Кыргызстане с 1991 года начинается проведение земельно-аграрной реформы. Предусматривалось также до 1 февраля 1993 года все колхозы, рентабельность которых составляла 15-25%, преобразовать в сельскохозяйственные кооперативы. Контроль и руководство ходом реформы возлагалось на Государственную комиссию по земельной реформе Кыргызской республики, образованную во главе с премьер-министром еще в ноябре 1991 года. К концу 1993 года было расформировано 172 колхоза и совхоза. Вместо них образовано 17,5 тысяч крестьянских хозяйств, 197 кооперативов, 120 мелких предприятий, 119 ассоциаций и 9 акционерных обществ. Вновь образованные структуры производили 52% всей сельскохозяйственной продукции. С июля этого же года государство начало покупать продукцию сельского хозяйства по рыночным ценам. В 1995 году число крестьянских фермерских хозяйств в республике достигло 21 тысячи. Некоторые хозяйства за короткий срок сумели приспособиться к условиям рыночных отношений, наладили производство и стали получать прибыль. Но большая их часть, вопреки желаемому, оказалась в тяжелом экономическом положении. В животноводстве, составляющем основу сельского хозяйства Кыргызстана, тоже произошел сильный спад. В годы реформы поголовье овец в Кыргызстане резко пошло на убыль. На январь 1994 года во всех хозяйствах республики оставалось 7,5 миллионов овец, а уже к январю 1995 поголовье снизилось до 4,5 миллионов. Овцы превратились в живой товар. Более того, в эквивалент товара их стали напрямую обменивать на товары повседневного спроса. Даже через 5 лет после начала реформирования земледельческая отрасль сельского хозяйства оставалась в очень тяжелом положении. Посевы зерновых и кормовых культур снизились на 21-23%. По сравнению с 1993 годом валовый сбор зерновых в 1994 году упал на 35%, а валовый сбор сельхозкультур в целом на 20%. В результате проведения земельно-аграрной реформы в 1991-1998 годах 515 колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных учреждений Кыргызстана подверглись коренному реформированию, и на их базе создано 54,5 тысяч индивидуальных хозяйств, 367 сельскохозяйственных кооперативов, 318 коллективных крестьянских хозяйств, 47 акционерных обществ и 8 агрофирм. В 1998-2000 годах планировалось провести приватизацию еще 113 колхозов и совхозов, 112 учреждений обслуживания и перерабатывающих предприятий. В результате проведения земельной и аграрной реформы были созданы экономические и правовые основы для формирования в агропромышленном комплексе республики рыночных отношений. Образована основанная на индивидуальной, коллективной и государственной собственности многоукладная экономика. Ликвидирована монополия на производство, распределение и использование сельскохозяйственной продукции. С введением частной собственности созданы необходимые условия для повышения результативности производства. Открыты широкие возможности для конкуренции в использовании передовых методов ведения хозяйства и достижении научно-технического прогресса в улучшении качества продукции. Повышена ответственность фермеров и крестьян при производстве продукции, появилась личная заинтересованность в эффективном ведении хозяйств. Наряду с достижениями в ходе реформы был допущен ряд просчетов и недостатков, появились новые трудности и проблемы. Обескровлена материально-техническая база сельского хозяйства, разрушены и расхищены техника, оборудование, сельскохозяйственные здания и сооружения. Катастрофически снизились производства, в результате упала рентабельность и доходность сельского хозяйства. Образовался большой дефицит средств на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов. Заброшены ранее использовавшиеся плодородные земли. В сельской местности широко распространилась безработица и бедность среди населения. Появились трудности в реализации выращенной продукции.
Правительство Кыргызстана принимает действенные меры для развития аграрного промышленного комплекса республики. Начиная с 1998 года земельно-аграрная реформа в Кыргызстане поднялась на еще одну качественную ступень. По результатам всенародного референдума была введена частная собственность на землю. В августе 2001 года правительство Кыргызской республики утвердило положение о порядке купли-продажи сельскохозяйственных земельных участков. Этим был сделан еще один решительный шаг к ускорению перехода сельского хозяйства республики к свободным рыночным отношениям. В последние годы в социально-экономическом развитии Кыргызстана наблюдаются положительные сдвиги. Об этом свидетельствуют следующие факты. За 2005-2009 годы доходы государственного бюджета возросли в 2,5 раза и в 2009 году достигнут 50,7 миллиардов сомов. Приток прямых инвестиций увеличился более чем в 4 раза. Возобновилось строительство крупнейших водоэнергетических объектов Камбарата-1, Камбарата-2. На эти цели направлено более 9 миллиардов сомов. На реализацию проектов национального развития направляется 300 миллионов долларов. Построено и отремонтировано 2650 километров дорог. В развитие телекоммуникаций инвестировано почти 13 миллиардов сомов. Сельское хозяйство получило государственную поддержку в размере более чем 3 миллиардов сомов. Средняя зарплата повысилась на 2809 сомов. Пенсии выросли более чем в 2,5 раза. Только в 2009 году пенсии увеличились на 50% по сравнению с 2008 годом. Пособие на ребенка возросло на 55%. Построено 242 школы на 46 500 учащихся. Школы всех регионов республики получили 5784 компьютера. Государственное финансирование образования увеличилось на 80% и достигло более 6 миллионов сомов. Государственное финансирование сферы культуры возросло в 2,5 раза. Эти и другие успехи, достигнутые за последние годы, вселяют уверенность в преодолении кризиса в экономике, обеспечении ее стабилизации и выхода на режим ее роста. У нас есть все основания, чтобы ставить перед собой задачу постепенного формирования нового облика Кыргызстана как страны развивающейся экономики, международной торговли и туризма, коммуникационных услуг, страну высокообразованных людей. Духовная жизнь суверенного Кыргызстана. Образование, наука и культура. С провозглашением независимости Кыргызстана и переходом на рыночные отношения началась реформа образования, так как прежняя перестала отвечать новым экономическим, техническим и культурным требованиям и утратила свою эффективность. В связи с этим Джугурку Кенеш Кыргызской республики в декабре 1992 года принял закон об образовании, который определил, что в получении образования первенство принадлежит интересам личности и что целью всего законодательства об образовании является всемирное содействие стремлению людей к знаниям. Особое внимание было уделено демократизации, гуманизму, дифференциации всего образования республики, укреплению материально-технической базы школ. В результате проводимых реформ в 1993 году в Кыргызстане стали появляться учебные заведения нового типа – гимназии, лицеи, школьные комплексы. В учебных заведениях стали широко внедряться новые методы обучения. Образование – одна из основных отраслей социальной сферы. На сегодняшний день ею охвачено 1 100 000 учащихся и студентов, которых обучает 77,5 тысяч учителей и преподавателей. Иначе говоря, каждый четвертый житель Кыргызстана – учащийся или учитель. Вместе с тем, такой количественный уровень образования не всегда соответствует качественным характеристикам. Одной из причин этого было снижение материального благосостояния учителей. Усугубляли положение увеличивающаяся год от года инфляция, низкая заработная плата, превратившаяся в хроническую болезнь, несвоевременная ее выплата. По мере стабилизации общественно-экономической ситуации в стране правительство республики предприняло ряд мер по реанимации сферы образования и науки. На основании закона об образовании была разработана национальная программа «Кадры 21 века» в 1995 году, направленная на дальнейшее развитие среднеспециального и высшего образования. 26 декабря 2000 года законодательным собранием Джугурку Кенеша Кыргызской республики принят закон о статусе учителей, ставивший своей задачей создание правовой базы для улучшения социально-экономического положения учителей и повышения их статуса. Этот документ предусматривает усиление моральной и материальной поддержки школьных учителей, что должно послужить хорошим стимулом улучшения обучения подрастающего поколения. В соответствии с законом об образовании права высших учебных заведений были существенно расширены, введена система ступенчатой подготовки специалистов в зависимости от уровня способностей студентов и востребованности конкретных профессий. Законом предоставлялось право экономической самостоятельности вузам, разрешено основание негосударственных учебных заведений, открыт широкий путь к платному получению образованию, ликвидированы препятствия к использованию вузами иностранных инвестиций.
Если в 1992 году в Кыргызстане было 13 высших учебных заведений, то в 1993 их стало 18, в 1994 – 29, а в 1997 – 37. Количество вузов продолжает расти, расширяются их профили. В 2008 году в республике функционировало 44 вуза, в которых более 130 тысяч студентов обучалось по 300 специальностям. Остается нерешенным вопрос обеспечения соответствующей работой выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений. Более чем 100 профессиональных технических училищах обучается более 30 тысяч человек, трудоустройство которых тоже остается серьезной проблемой. Сегодня, когда развитие любого государства в значительной степени определяется результатами научно-технического прогресса, еще больше возросла роль научного центра Кыргызстана – Национальной академии наук. Была пересмотрена структура научных учреждений Национальной академии наук. Проведена инвентаризация научных идей и разработок, апробированных в прошлые годы. Деятельность всех научных учреждений была сконцентрирована на решении приоритетных направлений: проблемы комплексного изучения, извлечения и переработки полезных ископаемых, исследования природно-техногенных и экологических процессов в горных районах и прогнозирования катастроф, проблемы рационального использования, охрана и воспроизводства биологических ресурсов, обеспечение жизнедеятельности человека в горах и другое. Несмотря на трудности переходного периода, все громче заявляют о себе кыргызские мастера искусств. Кыргызская песня, поэтическое творчество наших акынов и монашчи, блестящие кыргызские театры, кино, живопись и прикладное творчество покоряют весь мир, становятся известными и узнаваемыми в мировых центрах культуры. В июне 2009 года президент Кыргызской республики выдвинул концептуальные основы реформы образования. В этом же году президент в рамках новой культурной политики, как первый этап национального проекта «Культура», предложил проект «Наследие кыргызов и будущее». Целью этого проекта является активизация и концентрация исследований, разработок и творческих инициатив на построение культурного фундамента развития общества и государства. Этот проект должен дать ответ на вопрос о вкладе наследия кыргызов в становление культуры нашего общего будущего. Государственная забота к наследию кыргызов в огромной степени способствует подъему национального духа, оживлению интереса к своей древней истории, богатой духовной и материальной культуры. Только в 2009 году установлены монументально-скульптурные памятники историческим личностям: Манаббию в городе Токмок, Сатыкей-Батыру в Токтагульском районе и Кадыр-Аке в Иссыкульской области. Таким образом, общественность Кыргызстана начала объективно оценивать жизнь и деятельность исторических личностей.